Приветствую всех наших друзей. Мы сегодня здесь в стенах парламентской ассамблеи Совета Европы провели очередную встречу. Очень конструктивная была встреча, на мой взгляд. Я думаю, согласны с этим. И меня уполномочили чеченская диаспора Европы, с которой мы проводили 24 февраля, отмечали вместе с нашими украинскими друзьями начало масштабной войны против Украины. Мы в этот день были на связи и с Александром Милешко, и с Юлией Камельчук. Вот они просили меня просили передать два подарка. Это ремни с ичкерийской символикой. Вот я покажу, у меня такой же ремень. Это герб Чеченской Республики Ичкерия. Чем знаменательный ремень? По кавказским традициям мужчина в 15 лет завязывает ремень, и он считается вхожим уже в сообщество взрослых мужчин. И только после 63 лет он может его развязать, он перестает быть воином. Вот я надеюсь, что вы достойно проносите эти ремни, как уважаемые члены общества, как мужчины, как воины. Вы именно являетесь воином дипломатического фронта. Эти ремни. И еще одно знаменательное, что мы решили профинансировать именно украинского производителя, а не китайского, скажем. Ну, это как бы пример, может быть, там не только китайского, а какого-то другого. Мы заказали эти ремни у вас же в Украине. И вот я вручаю вам эти два ремня. Это вам, Юра. Благодарю. Благодарю. Носите на здоровье. И Александр, очень приятно. Уважение очень символично. Да, и Спасибо очень большое. Да. И вот хочу еще отметить одно. Вот у меня браслет, это Азовсталь, который я получил лично от Александра Милешко. Ношу его как самую дорогую награду, как высший орден от украинского народа. Спасибо вам большое. Спасибо вам и до следующей встречи. Шикарно. Да, спасибо. Шикарно.